Привет, дети! Возьмите, пожалуйста, сумки с покупками и унесите на кухню. Сегодня с утра я сам попробовал прочитать книгу про финансовую грамотность. Молодец, Проша, ты с пользой провел время. Да, молодец, сынок. Расскажи, что ты узнал? Что такое финансовая грамотность? И все это ты понял? По правде говоря, я не совсем все понял. Папа, мама, вы же мне объясните, что такое финансовая грамотность? Конечно, объясним, Проша. Пойдемте, Белла, Проша, сядем поудобнее и откроем нашу книгу по финансовой грамотности. Так что же такое финансовая грамотность? Мы сейчас узнаем. Слово «финансы» – это деньги. Да, деньги, а значит финансы всегда являются собственностью предприятия, государства или физического лица. А что такое физическое лицо? Физическое лицо – это человек, у которого имеются деньги, финансы. Это мы с вами и все, кто живет в нашей стране. Мы живем в России. В нашей стране физическое лицо – это гражданин Российской Федерации. Поняла. Я физическое лицо. А второе слово в термине «финансовая грамотность» – это слово «грамотность». Кто скажет, что такое грамотность? Я знаю, что такое грамотность. Это правильно читать и писать. А значит, грамматика. Проша, Белла, мы говорим о финансовой грамотности. Грамотным важно быть не только в правописании, но и в вопросах финансов. Финансовая грамотность учит быть грамотным по ведению домашнего хозяйства. Ведение домашнего хозяйства – это домашняя экономика. Понял. И я поняла. Белла, Проша, вы такие любознательные. Расскажите о том, что знаете про домашнюю экономику. Я знаю, экономика – это все о том, как человек ведет свое хозяйство, то есть свою жизнь. Белла, продолжай. Это повседневная жизнь обычной семьи, но связана с деньгами. Нам нужно научиться правильно рассчитывать свои материальные потребности. А какие материальные потребности семьи бывают? Материальные потребности – это когда нам обязательно нужен свой дом, чтобы жить, а еще одежда и еда. А еще нам нужно оставить деньги для оплаты света, газа, коммунальных услуг и так далее. То есть на самую первую необходимость. Все верно сказали. Слушайте, Белла, Проша, наша книга по финансовой грамотности учит, что если семейного бюджета хватает только на самое необходимое, то на желаемую вещь, например, купить к лету велосипед, нужно откладывать. Тогда нам не нужно ни у кого брать деньги взаймы, то есть брать на неделю или на год деньги, чтобы вернуть их обратно. Если мы сами накопим, мы сможем к лету купить велосипед, и у нас не будет долга. Да, копить я уже научился, и на свои накопленные деньги купил телефон. Молодец, Проша! Да, ты молодец, Проша. Это благодаря финансовой грамотности. А еще я запомнил, что распределять семейный бюджет нужно во время семейного совета. Да, наша семья грамотно распоряжается финансами семьи, потому что все необходимое мы распределяем во время семейного совета. Как у нас проходит семейный совет? Решаем, нужна ли та или иная вещь. Ее нужно срочно купить или можно подождать? Правильно, Проша. Белла, а что ты скажешь? Я поняла, что нужно различать срочные и необходимые вещи. Обязательные вещи, которые первые в списке покупок, это какие вещи? Срочные обязательные вещи – это те вещи, которые нужно купить сейчас. Например, это еда, одежда, туалетные принадлежности и все, что нужно для нормальной жизни. А необходимые, желательные вещи? Необходимые желательные вещи – это те вещи, которые можно похвастаться. Лучший телевизор, телефон самой последней модели. Их можно не покупать прямо сейчас. И если очень хочется, можно на них накопить. Но я уже не хочу все самые модные. Теперь я думаю и выбираю вещь, которая действительно мне нужна. А какая вещь тебе действительно нужна и почему она тебе необходима? Я буду копить на самокат. Он мне нужен, чтобы беречь свое время. На самокате я в 3 раза быстрее съезжу в булочную за хлебом и по другим своим делам. И благодаря катанию на самокате я не буду сидеть дома, а буду кататься
дышать свежим воздухом. А я давно мечтаю иметь велосипед. Благодаря финансовой грамотности я научился копить на желаемую вещь. И сейчас не сомневаюсь, что смогу накопить на велосипед. Правильно! Молодцы, дети!